И поехали. Он сказал «поехали», он открыл завод. Так Рустам Минниханов сегодня запустил работу новой производственной линии по сборке автомобилей КАМАЗ в Узбекистане. Президенту Татарстана показали цех сборки, а также новый модельный ряд грузовых автомобилей и коммунальной техники. Мы увидели, что это современнейшее предприятие, очень высокотехнологичное. Мы видим вот прекрасный сборочный корпус, который за короткое время был построен. И, конечно же, 3000 автомобилей сборки. Это очень достаточно серьезные цифры. Я уверен, что и локализация, и все другие договоренности, они будут реализованы. Узбекистан – это наш стратегический партнер, продолжает Рустам Минниханов. В прошлом году объем торгового оборота вырос на 57% и составил $146 миллионов США. Это тоже Самарканд, только Рустам Минниханов уже в театре исторического костюма. На сцене всей эпохи Узбекистана от бронзового века и до наших дней. На сегодня в театре создано около 200 уникальных костюмов. Президент республики предложил направить сюда специалистов из Татарстана для изучения опыта узбекских коллег. Рустам Минниханов в Самарканде встретился и с активом татарских общественных организаций Узбекистана. Ему рассказали, как здесь живут татары, а их тут 300 тысяч. Традиционно ежегодно стали проводиться празднования Сабантуя с участием представителей Татарстана, Узбекистана, Хокимията Самаркандской области. Мы признательны, что в последнее время к нам стали приезжать известные концертные группы, артисты театров, кино Республики Татарстан. Сегодня Рустам Минниханов побывал и в Ташкенте. Здесь ему показали, как работает корпункт ТНВ. Экскурсию провел генеральный директор телерадиокомпании Ильшат Аминов. Напомним, корпункт ТНВ в Узбекистане появился в этом году по просьбе актива татарских общественных объединений в Ташкенте. Он стал 13-м среди регионов Российской Федерации и зарубежных стран, где проживают крупные диаспоры татар. Сергей Хайдаров, ТНВ, Узбекистан.